год. Это 130-й кузов, это последний. Ну, хотя сейчас уже в 2017 году вышел типа новый кузов. Но это все-таки пользуется популярностью, потому что он начал пригоняться вот буквально несколько лет назад, проходной год, все дела. И очень много в городе на Дальнем Востоке таких автомобилей вы можете встречать. Если вы не с Дальнего Востока, то извините, я не знаю, это Ярис тогда. Давайте посмотрим просто внешне на этот автомобиль. Спереди, на самом деле, Toyota сделала действительно неплохой внешний вид. Он хорошо смотрится спереди, немного агрессивно, хотя... Это типа хэтчбэк, он не горячий хэтчбэк, хотя есть версии горячие. Это же у нас обычная гражданская версия, хорошо смотрится спереди, но есть свои косяки. Вот, например, вот этот просвет бампера, да, вот здесь вот, просто, ну, он очень низкий. Он, если поставить, например, того же маркобраза рядом, который все говорят, что это типа низкая машина, вот эта штука будет пониже, это 100%. Это учитывая, что бампер, а помимо бампера там внизу еще куча всякой штуки, вы будете шкрябать абсолютно все. В профиль. Довольно он подрос по сравнению с предыдущим кузовом. У него колесная база довольно-таки растянута на весь кузов. То есть, если посмотреть свесы там и тут, прям они минимальные. Здесь вот прям вот кулачок, вот и конец кузова. Что касается задней части автомобиля, тут все довольно-таки скудненько. Можно было сделать поинтереснее зад, потому что как будто все деньги они впулили вперед, типа сделаем, вот такую пушку. А зад такой, блин, у нас денег не осталось. Ну так, на что-нибудь набросайте, так от руки чисто вот так вот. Минусы. Галогеновые фары, барабанные тормоза. Фары с лампочками, широкие стойки, жесткий пластик, отсутствие ручек, отсутствие подлокотников, мультимедиа и бортовой компьютер, все на японском, я ничего не понимаю. Главным достоинством автомобиля я считаю то, что зеркало в козырьке находится именно здесь. Вы прихорошились и поехали по своим делам. Двигатель здесь они постарались. Это 1NRFKE. 99 лошадиных сил. По брошюркам Японии говорят, что это прям лучший мотор вот японцев. Вот типа последняя разработка, что он лучшее КПД у него, что он экономичнее литрового вица, а в то же время он его динамичнее. Расход там чуть ли не 4 литра на 100 километров. То есть, ну, да, он, блин, нормальный. Это серьезное заявление, ребят. По сравнению с литровым, потому что литр это просто боль. Конкретная боль. Самый прикол в том, что литровый мотор был и на этом вите, и на прошлом вите. Один и тот же этот КР-мотор на 3 цилиндрах, который постоянно дизелил, троил, потом со временем перегревался, ну и ресурс у него вообще ни о чем. И едет, естественно, он вообще не едет, да. Но люди почему-то берут эти литровые вицы, особенно молодежь, пацаны поберут, блин, виц серого цвета вкатают в хлам на литре, и вот он просто вот так вот прямо, ну, всю жизнь удалась, он прям фигачит уверенно, короче. Также бывает RS-версии, спорт, все дела, у которых стоит 1NZ. Ну, я не знаю, с каких пор 1NZ стал спортивным мотором. То есть это по сути дела же пробоксовский мотор 1NZ. То есть пробокс у нас тоже спорт тогда в таком случае. Это странно. Вариатор, ну это вот ну, Toyota. Это вариатор, как бы сейчас все выходят на вариатор. Я как бы их не очень люблю и нет. Что касается обслуживания этого автомобиля. Ну, это всеми нами известная Toyota. Божественная Toyota. В плане запчастей, да, проблем нет. Все Toyota, они унифицированы друг с другом. То есть, это может быть пробокс, может быть Витз, может быть Corolla. Они все по ходовке, все, база у них одна и та же. Соответственно, запчасти, все почти то же самое. Электрорейка, которая ставится на все свежие Toyota, которые вообще не отличаются какой-либо надежностью, потому что вот здесь, например, в машине 60 тысяч пробега, и рейку уже меняли. Вот такая история. То есть, ну, не для наших условий сделаны эти рейки, то есть сделаны для японских классных, крутых дорог и прочее. Также говорят, что ступичные задние подшипники, которые в сборе с блоком АБС, типа вот с этим, они типа не очень долго ходят, особенно если ты ставишь колесики не по размеру тому, который представляет тебе завод. Соответственно, как здесь типа 15 колесо стоит, все, задние ступицы начинают со временем уже, ну, подвывать и так далее. Что касается стоимости запчастей, ну, блин, все дешево. Рулевой наконечник там 600-500 рублей, там линки 500, ну, привод, контракт 2000, 3000 может стоить. Ну, все, в принципе, дешево.
Но вот насчет надежности мотора или вариатора тут уже спорно. Вариатор, например, на старых кузовах, тех же Филдерах, Аксио, у них одинаковые вариаторы, я так понял. Они с 2008-2009 года, машины 2010 года, они уже многие с контрактным вариатором. То есть это говорит о том, что, ну, не очень-то они надежны. И это грустно, на самом деле, потому что ты ожидаешь от Toyota, божественной Toyota, охеренно божественного ресурса. Но, к сожалению, это не так. Маркетинг, маркетинг и еще раз маркетинг. Это, на самом деле, очень странно. Почему первый ВИЦ, который вышел, он был 10-й кузов, после него пошел 90-й, а потом пошел 130-й кузов. То есть они потеряли от 10 до 90 8 кузовов, как минимум, и там 4. То есть они, видимо, рисовали 20-й, и такие, не, говно, выкинули, давайте начнем 30-й. И вот так до 90-го, потом 90 у них получился топ, они такие, вот это классная тачка. Потом, когда решили заменить 90-х на новый кузов, точно так же начали 100-й кузов писать, не, говно, 110-й говно, 120-й говно, а вот 130 самое то. Очень, очень, на самом деле, странная тема. Обычно всегда Toyota как бы по десяткам прибавляет там, ну, то есть марк 90, сотка, 110, например. Ну, а тут как бы вообще 10, 90, 130, вообще как-то все очень-очень странно, я не понимаю логики. Проблема всех маленьких автомобилей, типа Марчи, Фит и прочие темы, что они маленькие, ты в них нагружаешь, например, 4-5 человек, едешь куда-то, и он просто отказывается куда-либо ехать. Тот же подъем, куда-то уверенно проскочить в городе ты уже не получишься, потому что у тебя реально не хватает тупо мощности. И машина прям конкретно проседает, ходовка начинает бить, все становится вообще совсем другим, ты не узнаешь машину. Это, конечно, конкретная проблема. Салон, ребят, относительно наружного вида в салоне они, ну, постарались, да, именно вот этот автомобиль в такой нормальной комплектации, тут у нас и мультируль, и бортовой компьютер, который показывает даже, какая дверь у вас открыта, там, и прочий расход топлива, и все такое. 搭載コンピュータがあります。ここには何が書いてあるのかわかりません。 Тахометр, это, кстати, тема, которая вот в продаже, когда видишь ВИЦа и пишут там тахометр, думаешь, блин, вот это наворот, ребят. Супер, тахометр. Ну, тут у нас, естественно, все есть. Пробуксовочная система, этот старт-стоп. Здравствуйте. И еще. Вот я сколько помню Toyota, они всегда, когда родная магнитола приходит, она чуть ли не с кассетой бывает. Тут же сенсорная, с Bluetooth, там с камерой заднего хода. Ну, прям, ну, 14-й год нормально, в принципе. Крутилки, да, это как бы, ну, прошлый век реально, потому что, блин, ну, бред. Насчет ниш и прочих кармашков, это просто, конечно, они в этом постарались. Ну вот реально, тут кармашки, тут все в каких-то мелких кармашках, подстаканниках. Тут два гребаных бардачка. Если посмотреть, ну, в них вот сейчас сюда, тут просто всегда куча всяких вещей. О чем это говорит? Это говорит о том, что эта машина больше женская. Потому что женскую сумку, когда вы откроете вот так, вы просто охереете от того, что там внутри. Тут то же самое. То есть это, блин, логично. Очень странной особенностью является то, что прибавление громкости на руле находится с левой стороны. То есть вы не имеете подлокотника, вам неудобно вот так руку держать, и вы обычно едете вот так, и громкость было бы удобно переключать правой рукой. Но почему-то у нас левой, то есть вы должны так, хотя тут вот на громкость, как бы особо удобства от мультируля ты не получаешь. И вот это вот, просто вот, если вот слышно будет, ну просто все вот такое вот хлипенькое, вот прям деревянненькая, ну не Toyota как-то. Вот сел я назад, тут довольно-таки, да, просторно, но самый прикол, вот если вы можете заметить, вот здесь нет ручки, и здесь тоже ее нет. То есть комплектация, в которой внутри только одна ручка, это с переднего пассажира. Все, тут видно, есть какие-то заглушки, то есть есть какая-то более богатая комплектация салона, что типа вы получаете все 3 ручки салона, я не знаю, ну как бы это бред, ну я, может, это только в этом экземпляре. И еще вот прикол, я не помню машин,
Ну, я помню, конечно, типа Corolla GP, что вы сидели внутри и видели цвет вашего автомобиля, то есть вот эту железную рамку двери. То есть раньше всегда были обшиты какой-то пластмасской, резинкой, я не знаю, тут же почему-то сделали так. Типа, чтобы вы знали, что вы едете на, блядь, сером или красном, или желтом, не знаю, каком витсе. Ну, тут кнопочка, прямо чувствуется электро а-ля привод. Ну, конечно, тут всяких таких кнопочек вы не найдете, но в целом багажник, ну, тут лампочка у нас есть. Ну и все. Как бы он небольшой, ну, машина, естественно, небольшая. Ну, багажник, соответственно, небольшой, логично, да? Сиденья там что-то складываются как-то там, ну и все, весь багажник. Классно. Супер просто. Вот есть ручка, удобно, чтобы не морать руки, вот, закрыл. Ребят, плюсы. Это ликвидность, маленький расход топлива, он маленький, юркий, ну и дешев в обслуживании. А что касается минусов, так это низкий дорожный просвет, нету как такового комфорта и шумоизоляции и прочего. 2014 года машина, 21 века, а технологий 21 века, кроме как камеры заднего хода, там нет. Ну, собственно, и все. Так что, ребят, скажем в итоге. Мы нашли самый главный фактор, женский автомобиль это или нет. Зеркало в козырьке на стороне водителя, значит автомобиль женский. Вот мое собственное мнение по этому автомобилю. С вами был Александр Бубков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все, ребят, всем пока. Хорошо, мне понравился итог, хороший, прикольно. Рассказал обо всем, но, сука, вывод говно. Вообще похуй.